Я продолжаю писать карту дня на 27 мая. Это вторая часть у меня. Здесь я смотрю следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужна первая часть, где первые 6 знаков, как вы ее можете найти? Первый вариант. У меня есть ссылка на эту часть под этим видео, если вы вниз прокрутите. Второй вариант на моем канале Таро-Дома, да, заходите, и там это будет видео одно из первых. Или же можно еще в комментарии мне ставить запросы, я оставлю вам там ссылочку. Хорошо, смотрим дальше. Весы у нас следующие. 27 мая, пятница. События дня. Смотрим весы, что у вас на пятницу. Чемодан. Вы можете кого-то провожать или сами куда-то уезжать с чемоданом. Могут быть траты в этот день. Мешок с деньгами. Хорошие новости могут прийти к вам. Радостные, я бы даже сказала. Ага, смотрите, еще могла быть глубокая печаль, но ведь я ее уже увидела позже. Если вы первую увидели печаль, да, колодец, тогда у вас проиграется печаль. Сундук поступления в этот день. Финансовые поступления, да, и поступления, и траты будут. Конвертик нельзя, потому что тут уже зафиксировано. Так, смотрим теперь горизонтали. События в доме. Может быть в этот день у вас. Да, ну, прям, может быть, не прям в вашем доме, да, у кого-то, может быть, из родни. Так, здесь нет карточки, здесь нет, здесь нет, нет, нет. И можно еще сделать события в месяце. Вот так. Может быть какое-то событие, которое повторяется каждый месяц. Вот так еще может быть. Так, хорошо. Смотрите, значит, что получается. У вас 6 событий. Первое выпало – это разлука, расставание с кем-то временное будет в этот день. Может быть, вы уезжаете, да, на это событие. В общем, разлука, расставание с кем-то, поступление финансов, траты, хорошие новости, ну, я бы даже сказала, радостные для вас. Какое-то событие, и событие еще подсказывает, возможно, это событие постоянно повторяется. Ну, может быть, вам как-то будет понятно, о чем здесь идет речь. Потому что Луна показывает повторение. Так что смотрите, вот такие у вас получаются события на пятницу. Благодарю за внимание. Также я вас благодарю за комментарии, которые вы мне оставляете, и лайки. Перехожу дальше к скорпионам. Так, скорпиончики, смотрим, что у вас. 27 мая. Пятница. События дня.
Подкова — это удача. Успех. Победу еще иногда показывала. Лавровый венок — это победа. Череп — плохое самочувствие, да, вот что-то беспокоит по здоровью, или посещение медучреждения. Еще иногда бывает, мы общаемся, да, с людьми, связанными с медициной, то есть каким-то образом мы будем касаться темы медицины в этот день, да, то есть либо мы, либо через общение как-то. Выбор, весы. Придется выбирать что-то. Или, да, такое состояние будет. Встреча, может быть, деловая какая-то. Да, идти, не идти. Да, либо предложение принимать, не принимать на этой встрече. Чемодан нельзя. Значит, получается, смотрите, однозначно будет удача вам сопутствовать в этот день. Будет какой-то успех, результат. Встреча будет, выбор. И, ну, в принципе, череп может показывать усталость. Усталость, не очень хорошее самочувствие. Или, может быть, вы во второй половине дня попадете, да, вот, ну, может быть, вы планировали в поликлинику, в больницу сходить, сдать какие-то анализы, сделать УЗИ, да, то есть это все показывает череп. Так что, скорпиончики, вот такая у меня для вас информация. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к стрельцам. Также благодарю вас за лайки, которые вы мне ставите, и комментарии, которые вы мне пишете. Стрельцы, смотрим, что у вас. Двадцать 27 мая, пятница. События дня. Деловая встреча. Общение с другом, подружкой. Время нельзя. Обман. Слезы. Слезы рядом с другом ложатся, с другом, подругой. Не знаю, то ли будете там смеяться до слез, то ли какую-то, наоборот, грустную историю, может быть, расскажет вам. Друзья расскажут. Дети. Цыплята показывают детей. Общение с детьми, да, какое-то взаимодействие. Могут быть не ваши дети, да, то есть это могут быть ученики, например, племянники, крестники, дети друзей, да, например, друзья приходят на встречу, да, со своими детками, получится в вашем окружении дети. Конфликт. Очень серьезный, мечи. Конфликт, обман. Да, вот недалеко друг от друга. Возможно, из-за обмана будет конфликт. Будете выяснять.
отношения с кем-то. Лебедя нельзя. И здесь нет. Смотрите, получается, у вас выпадает встреча в этот день, ну, связанная с работой, с делами. У вас выпадает общение с друзьями, слезы рядом. Ну, вот почему-то будут слезы на этом общении. Будет взаимодействие с детьми в этот день. Также будет обман и конфликт. Вот такие события. Так что для вас предупреждение. Смотрите, будьте осторожны. Да, могут обмануть. И может быть также конфликт. То есть, возможно, это будут разные события. Да, то есть не обязательно они должны пересекаться. Так что для вас два предупреждения. Быть начеку и постараться избежать конфликта. Благодарю за внимание, стрельцы. Также благодарю вас за комментарии, которые вы мне пишете, и лайки, которые вы мне ставите. А я перехожу дальше к козерогам. Козерожки, смотрим, что у вас. Так, козерожки, 27 мая. Смотрим. Казенный дом – это госучреждение, посещение госучреждения. Конфликт выпадает, мечи. Надеюсь, это будет не в госучреждении, хотя все может быть. Можете там с кем-то сильно поругаться. Гости нельзя, интимную связь нельзя. Выбор. Какой-то выбор ложится в казенном доме. Возможно, может быть, придется выбирать. Также есть еще общение в этот день. Общение, связанное деловое. То есть это либо кто-то по работе, да, вы с кем-то будете общаться, либо решая вопросы деловые. Это не друзья, не родственники, это именно деловое общение. Угу, так, смотрим периметр. Здесь нет. Вертикали смотрим. Череп есть в вертикали. Череп показывает плохое самочувствие. Или еще показывает посещение медучреждения. То есть, смотрите, есть казенный дом, это может быть больница, например. Общение с друзьями, с другом, подружкой. Может быть, кого-то проведать пойдете, да, то есть может даже так проигрываться. То есть каким-то образом вы будете связаны с темой медицины, с темой болезней. Так, и здесь нет. Смотрите, получается у вас в этот день может быть какой-то серьезный конфликт с кем-то. Да, прям два меча на мечах люди сражаются, да, то есть это словесная перепалка, да, мечи это слова, колкие такие. Значит, посещение госучреждения, выбор какой-то в госучреждении, деловое общение, общение с друзьями и
Ну, тут, в принципе, череп может показывать усталость, например, да, когда мы к вечеру чувствуем себя, да, разбитыми, усталыми, либо что-то беспокоит, да, ноет, тянет, болит. Еще увидела лебедя. А лебедь — верность. Показывает, что в личной жизни будет все хорошо со второй половинкой. Да, то есть, смотрите, тут общение с друзьями, в личной жизни все хорошо. По работе какое-то общение. Тут может вот этот конфликт вас довести до вот этого состояния, да, когда энергетически, да, вы будете выжаты, скажем так, после этого конфликта. Поэтому постарайтесь вот избежать какого-то выяснения отношений. Непонятно, с кем это будет, потому что с друзьями показывает. Друзья, личная жизнь, все хорошо. Может быть, правда в казенном доме. Благодарю вас за внимание, козерожки. Также благодарю вас за комментарии, которые вы мне оставляете, и лайки. Так, перехожу дальше к водолеям. Водолеи. Водолеи, 27 мая, пятница. События дня. Первое, что у вас выпадает, это чемодан, разлука. Разлука, расставание с кем-то временное. Временное расставание. Корону нельзя. Верность. Ну, верность — это гармоничное отношение в паре. Ну, у кого, конечно, пара есть, показывает, что все будет хорошо. Нерешенный вопрос может быть в этот день какой-то у вас. Свидание. Приглашение. Ну, тут у вас точно все хорошо будет в личной жизни, да? Свидание, и лебедь показывает пара. Может быть, вы с кем-то познакомитесь и пойдете на свидание первый раз. Да, то есть иногда лебедь показывает какой-то важный день у пары, да, например, там день знакомства, день росписи, день встречи, предложения, да, то есть какой-то вот значимый важный день. Время. Вам нужно будет следить за временем. То ли у вас свидание будет на определенное время, да, надо не опаздывать, то ли вы, допустим, кого-то будете провожать или сами уезжать с чемоданом, и тоже нужно следить за временем. Ножнички нельзя. Смотрите, значит, что получается в итоге. Точно показывает, может быть, с кем-то разлука, расставание в этот день, временное, да, то есть вы куда-то уезжаете, допустим. Верность показывает, все хорошо в личной жизни. Свидание может быть. Приглашение. Вот может быть вы едете по приглашению. Нерешенный вопрос. Также есть какой-то. И время. Следить за временем обязательно. Если часы выпадают, нужно все делать заранее. Да, то есть заранее выходить, заранее рассчитывать правильно время, давать себе, да, больше времени, потому что когда выпадает будильник, вечно потом, да, какие-то проблемы со временем происходят. Так что смотрите, для вас тут предостережение, да, такое предупреждение по поводу времени.
Это, да, вот первый минус. И второй минус — это какой-то вопрос, может быть, вы планировали что-то решить, но показывают, ну, вряд ли, да, то есть нерешенный, не получается решить в этот день. Ну, ничего, решите в другой. Благодарю за внимание, Водолей. Также благодарю вас за комментарии, которые вы мне оставляете под видео. И, конечно же, за лайки. Да, за лайки. Это благодарность, да, за то, что я делаю. Так, переходим дальше к рыбкам. Рыбки, смотрим, что у вас. 27 мая. 27 мая, пятница, события дня. Так, рыбачки, смотрим, что у вас. Первое, сразу же печаль идет. Ну что же это такое? Сразу печаль с утра. Что-то вас опечалит. Сейчас посмотрим, может быть, подскажет, что именно это будет. Расклад. Общение с другом, подружкой также будет в этот день. Смотрите, рядышком ложится казенный дом с печалью. Казенный дом — это госучреждение, да, то есть там, например, там налоговая, школа, садик, больница, да, то есть какая-то госструктура, и показывает там печаль, то есть, возможно, будет с казенным домом связано. Якорь показывает зависание. Возможно, вам придется много времени провести, да, то есть якорь показывает, ну, вы, допустим, планировали прибежать, быстренько все сделать и убежать, а якорь говорит: нет, будете там сидеть долго и нудно, и, возможно, вот это вас расстроит. Прям вот заякоритесь, да, там в этом казенном доме. Выбор, весы, выбор. Рядом с другом ложится. Встречаться, не встречаться, может быть, даже. Угу. Так, еще есть чемоданчик. Чемодан — это расставание временное. Бабочку нельзя. Угу. Здесь не вижу ни горизонтали, ни вертикали, я совпадений не увидела для вас. Получается, смотрите, у вас, значит, выпадает печаль. Ну и, скорее всего, да, вот как мне кажется, но опять же, это тоже не 100%, да, то есть, возможно, это просто какое-то отдельное событие, вы там, да, вот попереживаете и забудете. Но мне почему-то кажется, что это может быть связано с госучреждением, да, в котором вам придется провести много времени. А вы, видимо, как-то хотели по-другому, чтобы все было. В общем, посещение госучреждения, затягивание во времени, переживание, общение с друзьями в этот день, с другом, подружкой, выбор какой-то и разлука, расставание. Ну, возможно, после общения с друзьями, да, то есть вы расстаетесь. Может так даже проиграться. Так что вот такая информация у меня для вас, рыбки, на пятницу. Благодарю вас за внимание. Также благодарю вас, да, за лайки, которые вы мне ставите всегда, и комментарии, которые пишете. Жду вас на своих новых видео.